Ну что, починаем? Да, все, починаем. Юля, привітання тобі. Ми сьогодні влазимо. Да? Ну, подумаем. Привітання, дороженька. Да это вы. Что-то я... С днем народжения тебе еще раз. О, кому ты так врезала? Я не врезала. Это мне двери врезали. Да. У меня палец слетел. Ногу Я слетел, думал, ноготь я мне думал, что слетел. кто-то что-то сказал тебе плохое, ты как врезала кому-то. Это- Так, я йшов, что ты... А. Потом доробишь, ходим на литургию. Все, Зой, потом, все потом. Ага, добре. Господи Боже, помилуй и уратуй детей Твоих, Аллу, Мирослава, Оксану, Алексея, Антона, Гирвидеса, Владимира, Виталя, Александра, Андрея, Виктории, Алены. Помилуй и уратуй их, Боже. Так. Привітання. Ну что ж, дороженькі, починаем литургию. У нас летний час, это такая, да, такий час, коли да, усі відпочивають. Так, сегодня, ну, такая звичайная у нас литургия, таких великих памятів немає, тільки що от перенесення мощів першомученика архідіакона Стефана. Ось, але сьогодні вельми цікаве євангельське читання, і я думаю, апостольське читання у Євгена так само цікаве, так що будемо починати. Володару небесный, утешителю, духу истины, ты всюди присутный и все наполняешь, скарбница добра, життя подателю. Приди и вселися в нас и очисти нас от усякой нечистоты, избав добрые души наши. Слава у вышинях Богу и на земле миру, людях добрая воля. Слава у вышинях... Слава у вышинях Богу и на земле миру, людях добрая воля. Господи, в устны мои открый, и в устны мои будут сповещать хвалу Твою. Час денничать Господу. Добрословенное володарство Отца и Сына и Святого Духа, теперь и завсёды и на веки веков. У мире Господу помолимся. За мир, звышение, избавление душ наших, Господу помолимся. За мир усього свету, добрый стан святых Божий Церкви, уз'єднання всіх, Господу помолимся. За святий храм гети і за тих, що з вірою, пошаною і страхом Божим воходять у Його, Господу помолимся. За великого Господара нашего, сусветного патриарха Варфоломея, и за экзарха и Господара нашего, епископа Панарета, шановное просвитерство у Христе, диаконство, за увесь причты людей, Господу помолимся. За Богом стяженную краину литовскую, улады и воинство ие, за краину нашу Беларусь и за наш белорусский народ, Господу помолимся. За город гети, усякий город и країну, за тих, що з вірою живуть сюї, Господу помолимся. За сприяльное надворье, за богатый урожай плодов земных, за часы мирные, Господу помолимся. Принеси книжечку з литургии, коли ласка. За подорожных на воде и земли, хворых ты, что покутают, несправедливо зневоленных и полоненных, и за уратование их, Господу помолимся.
Каб позбавиться нам от всякого гора, гневу, беды, не стачи, Господу, помолимся. Заступи, уратуй, помилуй и заховай нас, Боже, ласкою Твоею. Пресвятую, пречистую, наидобрословеннейшую, славную владарку нашу Богородицу и вечно Деву Марию с усими святыми, помянувши сами себе един одного, и все житье наше Христу Богу отдамо. Господи, Боже наш, Твоя улада безмежная, слава неспостижная, Твоя милость безмерная, человеколюбство невымовное, сам уладару по добросердечности Твоей, споглянь на нас и на святый храм гэты, и пошли нам, и тым, что молятся разом с нами, богатые милости Твоей и щедрости Твоей, бо належит Тебе всякая слава, пошана и поклонение, Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды, и на веки веков. Тобі, п'є Тобі, славить ім'я Твоє Всевишній, молитвами Богородицы Збавця, уратуй нас. Божия, молитвами Богородицы Збавця, уратуй нас. Молитвами Богородицы Збавця, уратуй нас. Слухав мене, й он почув голос моєї молитви, молитвами Богородицы Збавця, уратуй нас. Яще і яще у мире Господу помолимся. Оборони, избав, помилуй и захини нас, Боже, ласкою Твоею. Усей святую, беззаганную, наидобрословеннейшую владарку нашу, Богородицу и вечно Деву Марию, с усими святыми, помянувши сами себе един одного, и все житье наше Христу Богу отдамо. Господи, Боже наш, збав народ свой, доброслови удел свой, полноту церкви своей заховай, освяти тых, кто любит красу дому Твоего, прослав же их Божию Твоею силою, и не покинь нас, якие сподеемся на Тебе, бо Твоя есть держава, и Твое владарство, и сила, и слава, Отца и Сына, и Святого Духа, теперь и завсёды, и на веки веков. Пьем Тебе,
Святой Девы Марии, и не зазнавшись стался человеком, Ты был укрежован и Христе Божий смертью знищивши смерть, будучи одним Святой Троицы, ровным славою Отцу и Святому Духу збав нас. Яще у мире Господу помолимся. Оборони, избав, помилуй, и захини нас, Боже, ласкою Твоею. Усей святую, беззаганную, наидобрословеннейшую владарку нашу Богородицу и вечно Деву Марию с усими святыми помянувши, сами себе один одного и все житье наше Христу Богу отдамо. Господи, Ты дал нам гэтые супольные и згодные молитвы и пообяцал выконать и просьбы 2 ці 3, якія молятся у згоде, деля імя Твоего. Выконай же и теперь просьбы нас, детей Твоих, якія будуть на користь нам, у гэтым веку приведи нас до спознания Твоей истины, а в будущем дай житье вечное. Бо Ты добрый и человеколюбный Бог, и Тебе славу узносим, Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды, и на веки веков. Господа, Туй нас и пьем Тебе, Аллилуйя. Ягоны, Боже, что воскрес мертвых, уратуй нас, якие пьем Тебе, Аллилуйя. Вики, владар могутный над усей землей, Сыне Боже, что воскрес мертвых, уратуй нас, якие пьем Тебе, Аллилуйя. У руках ягоных усе концы земли, и вышине гор належать Ему. Сыне Боже, что воскрес мертвых, уратуй нас, якие пьем Тебе, Аллилуйя. Ягоное море, и Он створил Его, и суши руки Его дали. Сыне Боже, что воскрес мертвых, уратуй нас, якие пьем Тебе, Аллилуйя. Усяуладный Господи Боже наш, який установил у небе чины и воинства анёлов и арханёлов для служения Твоей славе. Зраби, каб гэты наш уваход был так самоуваходом святых анёлов, и каб яны разом з нами служили Тебе и славили Твою добрыню, бо Тебе належится усякая слава, пошана и поклонение, Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды, и на веки веков. Аминь. Добрословенный уваход святых Твоих завжди, теперь и завсёды, и на веки веков. Аминь. Мудрость, стань прямо. Боже, что воскрес мертвых, якие пьем Тебе, Аллилуйя. Воскресение, Господи, слава Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, вся Римское царство, Ветхорецкое Пускай русское князство с дома церкви, православный заступник, каковы народа сутешальник, преподобный вызнал царя Вонти, моли Христа Бога, как сбавиться душам нашим, всюду и на веки веков. Аминь.
Могутная Владарка Богородица, мы верные слуги Твои, выбавленные Тобою от бедов, песни вдячности и перемоги Тебе приносим. Ты ж маючи силу непереможную, аду всяких нас виратуй нас, как нам ускликнуть Тебе. Радуйся, Дева Мати, Господу помолимся. Господи, Ты эти общие и согласные молитвы нам даровал, и даже двоим или троим согласно собравшимся во имя Твое просимое подать обещал. Ты же и ныне прошение слуг Твоих на пользу исполни. Подай нам в нынешнем веке познание Твоей истины, а в будущем жизнь вечную даруй. Боже святый, во святыне пребывающий, Тебя три святой песню серафимы воспевают, и херувимы славословят Тебе, все небесное воинство поклоняется. Ты из небытия в бытие все привел, Ты человека сотворил по своему образу и подобию, и всеми дарами Твоими его наделил, и Ты просящему подаешь премудрость и разум, и согрешающего не презираешь, ибо установил ему во спасение покаяние. Ты удостоил нас, убогих и недостойных слуг Твоих, и в этот час стать перед лицом славы святого Твоего жертвенника, и должное поклонение и славословие Тебе приносить. Ты же, Владыка, прими из уст нас грешных тресвятую песнь, и посети нас благостью Своею, прости нам все вольные и невольные согрешения, освяти наши души и тела, и дай нам праведно служить Тебе во все дни жизни нашей, по ходатайству Святой Богородицы и всех святых, во все века творивших угодное Тебе. Ибо Ты свят, Боже наш, и Тебе мы воссылаем славу, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. Святый моцный, добрословенный, кто приходит у имя Господне, добрословенный на престоле владарства Твоего, заужды и теперь и завсёды и на веки веков. Аминь. Святый моцный, святый несмиротный, милуй, помилуй нас. Святый Боже, святый моцный, святый несмиротный, помилуй, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды и на веки веков. Аминь. Святый несмиротный, помилуй, помилуй нас. Святый Боже, святый моцный, святый несмиротный, помилуй нас. Будем уважливыми миру сим. Мудрость. Давайте обетование Господу Богу вашему и виконуйте их. Давайте Обетование Господу Богу вашему и виконуйте их. Ведомый и Бог, величное имя Его в Израиле. Давайте обетование Господу Богу вашему и виконуйте их. Давайте обетование Господу Богу вашему и виконуйте их. Мудрость. Читание листа Павла Коринфянам. Будем уважливыми. Співпрацовники Божия, а ви Божия ніва, Божия побудова. Я поводи датіної мені ласки Божої, як мудрий будівничий, заклав подмурок, а другий будує на їм. Кожний нехай глядіть, як будує. Бо ніхто не може закласти іншого подмурку, а прача поставленого, який єсть Ісус Христос. А коли хто будує на їм, на гэтым подмурку золота, сребра, каштовних каменів, древа, сена, соломи, работа кожного
выявится, бо день покажет тому, что у огни открыется, и огонь выпробує работу кожного, якая яна ёсць. Калі чия работа, якую ён будаваў, застанецца, той атрымае ўзнагароду. Калі чия работа згарыць, той згубіць яе, сам жа будзе збаўлены, але так, як быццам праз агонь. Ці вы не ведаеце, што вы бажніца Божая, і Дух Божий жыве у вас. Калі хто знішчыць бажніцу Божию, таго знішчыць Бог. Бо бажніца Божая святая, а гэтая бажніца вы. Мир Тебе. Духу Твоему. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Придите, будем радостно славить Господа, будем пять Богу, Збавителю нашему. Станем з удячністю перед обличчям Ягоним, у песнях уславим Яго. Запали у серцах наших человеколюбный уладару, не згасне світло Твоего богопознання, и отчини в очи нашего розуму, каб нам зразуметь Твое евангельское проповедание. Уклади у сердце наше страх добрословенных Твоих заповедов, каб мы, перемогши усе телесные пожады, могли жить духовным життем, думаючи и робячи все, что приемно Тебе. Бо Ты, светление души и тела в наше Христе Боже, и Тебе славу узносим разом за вечным Твоим Ойцом, и з усей святым и добрым и животворчим Твоим Духом, теперь и завсёды, и на веки веков. Аминь. Мудрость, станьма прама, выслухаем святое Евангелие, мир усим. Поводле Матфея святого Евангелия читание. Будем уважливими, у той час примусив Ісус в учнів своїх увойсти у лодку і виправиться раней за Його на другий бок, покуль Йон отпустить народ, и отпустивши народ, Йон узышов на гору у одиноте помолиться, и коли извечерело, заставался там один, а лодка была уже посеред мора, и ее било хвалимы, бо ветер был супротивный. У четвертую ж варту ночи пойшов до їх Ісус, ідучи по морі. І в учні, убачивши, що Йон іде по морі, жахнулися і казали: «Гета привід», і від страху закричали. Але Ісус одразу заговорив з ними і сказав: «Супокойтеся, гета я, не бойтеся». Петр сказав йому отказ: «Господи, коли гета ти, загадай мені прийти до тебе по воде». І он сказав: «Іди». И вышел з лодки Петр, пойшов по воде, каб подысти до Ісуса. Але бачачи моцний ветер, ён сполохався, и почавши тонуть, закричав: «Господи, ратуй мяне». И одразу Ісус, протягнувши руку, подхопив його и каже йому: «Маловерный, навошта ти засумнявався?» И коли увайшли яны у лодку, ветер суняўся, а тыя, што былі ў лодцы, падышлі, пакланіліся яму і сказалі: «Ты сапраўды Сын Божий». І пераправіўшыся, прыбылі яны у зямлю Генесарэцкую. У імя Отца і Сына і Святого Духа. Дорогие браты і сестры, вось гэты урывак, ён заўсёды канцэнтруе нашу увагу менавіта на самай кульмінацыі
калі Пётр ідзе па вадзе, тоне і яго Гасподзь дастае. Але тут шмат іншага, чаго цікавага. Па-першае, звярніце ўвагу, як пачынаецца гэты тэкст Евангелія. Ісус прымушае сваіх вучняў пераправіцца. Чаму? Вось мінулую нядзелю мы з вами чыталі евангельскі ўрывак пра тое, як апосталы накармілі 1000 людзей, і як Гасподзь памножыў 5 хлябоў. Яны былі удзельнікамі, відавочцамі гэтага неверагоднага гэтага цуда, насычэння людзей хлябамі, памнажэння хлябоў. І там і людзі, усе, хто там быў, яны бачылі гэты цуд. І там, канешне, панавала такое, як сказаць, натхненне, да, такі энтузіазм рэлігійны, такое здзіўленне. І людзі, напэўна, неяк, можа, і Ісуса хацелі зрабіць там сваім царом. Яны з павагай такой глыбокай адносіліся да непасрэдных удзельнікаў гэтага цуду апосталаў. І вот, каб зняць гэты ажыятаж, вось гэтую экзальтацыю такую, Гасподзь адпраўляе, прымушае сваіх вучняў, просто садзіць іх у лодку і кажа: все, з'язджайце адсюль. Вось, і пераплываючы возера, яны сутыкаюцца з сур'ёзнай праблемай. То бок, вось яны удзельнікі цуду Божага, а тут яны бяссільныя. Яны трапляюць вось у гэтую буру. Характэрна яшчэ і іншае. Мы бачым, што робіць Гасподзь. Ён пасля ўсяго гэтага, ён ідзе на гору, падымаецца на гору, каб у адзіноце памаліцца. І вось гэта вельмі добры прыклад таксама для ўсіх нас, знаходзіць вось такія магчымасці, каб у адзіноце адзін на адзін памаліцца з Господам. І гэта, бадай, зараз нам актуальна як ніколі, бо мы жывём у такой мітусні штодзённай, у гэтым інфармацыйным шуме, ад якога нам вельмі цяжка, з якога нам вельмі цяжка вырвацца і супакоіцца. І вось гэты прыклад Господа, ён вельмі для нас важны. Узняць сябе на нейкую вышыню і там памаліцца, пагаварыць з Богам, уступіць вось у гэтыя зносіны з Господам, з небесным Айцом. Ну і вось гэтая кульмінацыя, калі Гасподзь ідзе па вадзе, як гаспадар усяго створанага свету, як гаспадар законаў фізікі, ён гэта можа рабіць. І вот потым, калі бура суцішваецца, гэта таксама паказвае тое, што ён уладар стыхій. Але тут вось тое, што адбываецца паміж ім і Пятром, гэта таксама вельмі такі характэрны момант. Пётр ізноў, як такі чалавек вельмі эмацыйны, ён уражаны тым, што ён бачыць Хрыста, які ідзе па вадзе. І зноў вось у гэтым эмацыйным пад'ёме, у гэтым здзіўленні ён кажа: загадай мне, я пайду да цябе. І сапраўды ён ідзе. І потым, убачыўшы гэты вецер, пачынае тануць. І вось, дарагія маі, гэта тое, што адбываецца з Пятром, гэта вельмі характэрна для ўсіх нас, без выключэння. Вельмі часта наша вера, яна уздымаецца, як нейкая хваля пад уражаннем ад нейкіх знешніх абставін. Можа, мы прачыталі нейкую глыбокую думку, можа, мы сустрэлі з нейкім чалавекам, ад якога вось мы адчулі вось гэтую Божую ласку, Божую энергію. Можа, мы патрапілі ў нейкае месца, якое вось узбудзіла ў нас вось гэтыя рэлігійныя нашыя перажыванні, веру узбудзіла. І мы пад такім уражаннем, пад такой эмоцыяй мы здольны штосьці рабіць, рабіць нейкія такія крокі наперад, і гэта добра. І гэта добра, так гэта і функцыянуе.
Але, бачите, ёсць розніца паміж верай, якая прадыктавана эмоцыяй, і вера, якая становіцца асновай твайго жыцця, дзе б ты не быў, нават калі ты, умоўна кажучы, стаіш на вадзе, яна будзе тваёй асновай. І вось гэта можна параўнаць нават з тым, як вот, калі ўзгадаць беларускія падзеі. Да? Людзі пад эмоцыямі, верачы ў перамогу, вось яны выходзяць, змагаюцца, вось, а потым пачынаецца, потым мы аглядаемся і бачым бура. Вакол нас бура, дуе вецер, пад намі бездань. Як устаяць у гэтым усім? І мы пачынаем сумнявацца і тануць. І вось я лічу, што гэты евангельскі прыклад, гэта вельмі добры прыклад таго, чым павінна стаць нашая вера. Так, яна можа пачацца з эмоцыі, яна можа пачацца з уражання, але яна павінна стаць цвёрдай асновай, дзе б ты не быў. І калі ты перастаеш бачыць Хрыста і бачыш вось гэты вір, які вакол цябе, вецер, вось гэтую бездань, якая пад нагамі, вось усе гэтыя пагрозы гэтага жыцця, ты сапраўды пачынаеш тануць. Таму, што б з намі не было, якія буры б нас не спатыкалі, нам трэба бачыць аблічча нашага Господа. Нам трэба цянуць руку для ўратавання да Яго. Амінь. Скажам усе ад усяе душы, ад усяго разумення нашага, скажам. Господи, всеуладный Боже, Отцов наших, молимся Тебе, выслухай нас и помилуй. Помилуй нас, Боже, по великой милости Твоей, молимся Тебе, выслухай нас и помилуй. Так само молимся за великого Господара нашего, сусветного патриарха Варфоломея, экзарха его, Господара нашего епископа Панарета, за просвитеров, диаконов, монахов и за усіх у Христе, братов и сестер наших. Так само молимся Тебе, Господу Богу нашему, почуй голос моления нашего и молитву, и помилуй дзяцей Твоих, усіх, хто собрался на гэтую литургию, и усіх, за кого мы сегодня тут молимся. Галину, Сергея, Андрея, Катерину, Федора, Павла, Аллу, Мирославу, Оксану, Алексея, Антона, Гирвидаса, Владимира, Виталя, Александра, Андрея, Виктории, Алены. Ласкою и щедростями Твоими задоволь усе просьбы наши, и выбач нам усе провины, вольные и межвольные. Нехай добро будут принятые молитвы и милостины наши перед посадом владарства Твоего. Оборони нас от ворогов бачных и небачных, от усялякой напасти, беды и горя и хвороб збав. И подай здоровье с долголетием, скажем усе, Господи, выслухай нас и помилуй. Так само молимся за усіх, хто вимушено покинув своє доми і радіму, обдарованні йому сього необходного для життя на чужині, об худшейшим вертанні на батьківщину. Скажем усе, Господи, вислухай нас і помилуй. Яще молимся за перемогу народу України, за свободу нашого білоруського народу, за покаяние усіх, хто чинить гвалт, неправду и беззаконні. Скажем усе, Господи, выслухай нас и помилуй. Так само молимся за ахверодавцев и доброчинцев у святым и почесным храме гэтым, за тых, хто тут спявае, працаўнікоў, за усіх присутных тут людей, что чекают от Тебе великой и богатой милости.
Бо Ты милостивый и человеколюбный Бог, и Тебе мы славу узносим, Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и заусёды, и на веки веков. Помилуй нас, Боже, с великой милости Твоей молимся Тебе, выслухай нас и помилуй. Так само молимся за упокоение душ спочилых детей Божих, завжди пам'ятного Михаїла, новоспочилої Світлани, новоспочилого Миколая, новоспочилого Юрія, завжди пам'ятного митрополита Філарета, завжди пам'ятного архієпископа Артемія, Євгенії, Ірини, і всіх од веку спочилих, отцов і маті, братов і сестер наших, забитого Олеся, забитого Романа, і всіх загинулих братов і сестер наших, які боронили годность, свободу и незалежность нашего народа, и за выбачение ему всякое провины, вольное ж и межвольное. Каб Господь Бог уселив души их туды, где все праведные спочивают. Милости Божией, володарства небесного, выбачения грехов их у Христа, несмиротного володара и Бога нашего, просим. Боже Духов и всякие плоти Ты смерть потоптал, и дьявола перемог, и житию свету Твоему дал. Сам Господи, упокой души спочилых детей Твоих, завжди пам'ятного Михаїла, завжди пам'ятного протоиерея Александра, и усіх, за кого мы сегодня молились, и упокой их у месте светлым, у месте квітнеючим, у месте спокойным, где нема покутов, журбы и стогнов, усякую провину, учиненую ими словом, або вчинком, або думкою, як добрий чоловіколюбний Бог пробач, бо нема чоловіка, який б жив би і не зграшив, бо тільки Ти один без граху, правда Твоя правда на веки, и Слово Твое истина, бо Ты у воскресении, житье и упокоение спочилых детей Твоих, усіх, за кого мы сегодня тут молились о Христе Боже наш, и Тебе славу узносим с беспочатным Твоим Отцом, и всей святым и добрым и животворчим Твоим Духом, теперь и завсёды, и на веки веков. Помолитесь, покликанные, верные, помолимся за покликанных, каб Господь змиловался над ими, каб просветлив их словом правды, каб дав им зразуметь Евангелие правды, каб з'єднав их со святой своей повсюдной апостольской церквой. Господи Боже наш, який живеш на вишинях і глядиш спогадливо на покорних, який послав збавлення роду людському одинородного Сина Твоего и Бога нашего Иисуса Христа. Глянь на слугов Твоих, что рихтуются до святого хрещения, на дочку Твою, маленькую Эвелину. И зараби, каб у свой час яны сталися достойными воды одраджения, отпущения грехов, вопратки несмиротности, з'єднай их с Твоей святой повсюдной и апостольской церквой, долучи их до Твоей святой церкви, каб яны разом с нами славили Твое почесное величное имя, Отца и Сына и Святого Духа, теперь и завсёды, и на веки веков. Усе верные, яще и яще у мире Господу помолимся. Яще и шматразово приходим до Тебе и молимся Тебе, добрый человеколюбче, каб Ты, выслухавши ласкаво наши просьбы, очистив наши души и тело от всякой нечистости, телесной и душевной, и дал нам без осуджения стать перед Твоим святым охвярником. Дай, Боже, и тым, что молятся разом с нами, поспіх у житті і у віри, і у розумінні духовних речів, дай їм, які со страхом і любов'ю служать Тобі, принять без вины и осуждения святые Твои тайны
и быть достойными Твоего небесного владарства, кабы мы под уладою Твоею завжди охованные Тебе славу узносили, Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды и на веки веков. До веки веков. Аминь. Ита херувим мистикос иконизантес, кетизоопио триадитон трисагион гимнон просадантес, пассан лингео атикия, потом это мериманостон василиетон голон и подиксуменитес ангеликес ауратус, дурифоруменон таксисин, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Иже херувимы тайну образующие, животворящие Троицы Пресвятую песнь, припевающие всякое ныне житейское отложим попечение, яко до царя всех под имем ангельским и невидимо дореносимо чиньми. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Мы, что херувима утаємніче, являючи животворчої Троиці Пресвятую песню співаючи, усякий цепер откладем життєвий клопот, ка благодаря усіх ми прийняли, якого небачно супроводжає ангельська варта. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Даруйте мне, браты и сестры. Сподара нашего Паламия, архиепископа Константинополя, Нового Рима и Сусветного Патриарха, и экзарха и Господара нашего, епископа Томийского Панарета, нехай помяне Господь Бог во владарстве Своим, заужды, теперь и завсёды, и на веки веков. Велебных митрополитов, архиепископов, епископов, весь святарский монашеский чин, братов и сестер супольности наши, усіх наших охверодавцев, и усіх вас, правоверных християнов, нехай помяне Господь Бог во владарстве Своим, заужды, теперь и завсёды, и на веки веков. Добросчастный Иосиф с древа знял почестное тело Твое плащаницею, чисто обвив и духмяностями, у могиле новой закрывший поклав. У могиле плотью упеклишь душою, як Бог ураи с разбойниками на посаде, Ты был в Христе зайцом и духом, и все наполняючи неописальным. Яко живоносец, яко рая краснейшего истину и чертога всякого царского,
показайся светлейший Христе гроб Твой, источник нашего воскресения. Добросчастный Иосиф, здря вознял почестное тело Твое плащаницею чистую, и духмяностями у новой могиле, закрывши поклав. Дополним молитву нашу, Господи, о принесенных честных даре, Господу помолимся. О святем храме сем и с верою, благоговением и страхом Божьим входящих вонь, Господу помолимся. О, избавитесь нам от всякие скорби, гнева, беды и нужды, Господу помолимся. Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Дне всего совершенно, свято, мирно и безгрешно у Господа просим. Ангела мирно, верно наставника, хранителя душ и телес наших, у Господа просим. Прощение и оставление грехов и прегрешений наших у Господа просим. Добрых и полезных душам нашим и мира мирови у Господа просим. Прочее время живота нашего в мире и покаянии скончать и у Господа просим. Христианские кончины живота нашего безболезненны, непостыдны, мирны, и доброго ответа на страшном судище Христове просим. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Щедротами единородного Сына Твоего, с Ним же благословен еси, с пресвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Мир всем. Возлюбим друг друга, да единомыслием исповем им. Христос посеред нас. Христос посеред нас. Христос посеред нас. Христос посреди нас. Христос посеред нас, Евгений. Христос посреди нас. Христос посеред нас. Мария, Христос посеред нас. Христос посеред нас. Олеся, Христос посеред нас. Дорогий хор, Христос посеред нас. Дверы, до мудрости будем уважливыми. Веру у одиного Бога Отца, всевладара, Творцу неба и земли, всяго бачного и небачного. И у одиного Господа Иисуса Христа, Сына Божьего, одинородного Отца, народженного перед всеми веками, светло Бога истинного, народженного, нестворенного, одиносутного, Зайцов, раз якого все сталося, якителя нас, людей, теля нашего избавления, сышел с небес, и всколесился от Духа Святого и Девы Марии, и стал человеком, был распятый за нас при Понтии Пилате, и
и покутовал, и был похованный, и воскрес у третий день згодно с Писанием, и взошел на небеса, и сядет справа ручается, и снова придет судить живых и мертвых, и его владарство не будет конца. И у Духа Святого Господа животворчего, яки от Отца сыходит, якому разом за Отцом и Сыном поклоняемся, и якого славим, яки говорим нас пророком, у одиную святую повсюдную и апостольскую церкву, вызнаю одно крещение для отпущения грехов, шагаю воскресенье мертвых и життя будущего веку. Аминь. Станем добро, станем со страхом, будем уважливыми, как святое приношение у миры принести. Ласка Господа нашего Иисуса Христа, любов Бога и Отца и причастие Святого Духа, нехай буде з усіми вами. Узвисім серці. Подякуєм Господу. Диваюсь, поклоняться Отцу и Сыну и Святому Духу, Тройцы, одиносутной и нераздельной. Належно и правильно Тебе опевать, Тебе доброславлять, Тебе хвалить, Тебе дяквать, Тебе поклоняться на усяким месте володарства Твоего, бо Ты Бог невымовный, неспознавальный, небачный, неспостижный, вечно истный и заужды той самый. Ты и одинородный Твой Сын, и Дух Твой Святый. Ты привел нас з нябиту у биття, і упавших Ти знову зняв, і не отступився аж докуль не зробив усьо, каб узвести нас на небо і подаровать будучее Твое володарство. За все гэта дякуем Табе і одинородному Твоему Сыну, Духу Твоему Святому, за все вядомые и невядомые, явные и неявные добродействы, якія для нас здзейсніліся. Дякуем Табе за супольное служение гэтае, якое Ты от рук наших принять полічыў вартым, хотя и оточают Тебе множство арханёлаў, безліч анёлаў, херувимы и серафимы, шестикрылые, шматвокія, лунаючы, крыляючы, пераможную песню, спяваючы, усклікаючы, выгукваючы и промаўляючы. Ты, Господь, сил, небо и земля, полные хвалы Твоей, осанна на вышинях. Да славёный Той, кто приходит у имя Господняе, осанна на вышинях. З гэтымі добросчастными силами и мы, володару человеколюбча, ускликаем и промовляем: святый и все святы Ты, и одинородный Твой Сын, Дух Твой Святый, святый и все святы Ты, и слава Твоя дивосная. Ты свет Твой так полюбил,
што аддаў сына свайго адзінароднага, каб кожны, хто верыць у яго, не загінуў, але меў жыццё вечнае. І вось, прыйшоўшы і цалкам давёўшы да ладу усю справу распачатую дзеля нашага ўратавання, у тую ноч, калі быў выдадзены, ці хутчэй, калі сам сябе аддаў за жыццё свету, ён узяў хлеб у свае святыя, беззаганныя, бездакорныя рукі, узнёс падзяку, дабраславіў, разламаў, даў святым сваім вучням і апосталам, кажучы: «Бярыце, ешце, гэта цела маё, якое за вас разломваецца дзеля адпушчэння грахоў». Таксама і келіх пасля вячэры, кажучы: «Піце з яго ўсе, гэта кроў мая новага запавету, якая за вас і за многіх проліваецца дзеля адпушчэння грахоў». Таму, памятаючы гэтую збаўчую запаведь і ўсё дзеля нас здзейсненае, крыж, магілу, васкрасенне на трэці дзень, ушэсце на нябёсы, праваруч сядзенне, другое слаўнае зноў прышэсце. Тваё ад тваіх табе прыносім за ўсё і дзеля ўсіх. Цябе апяваем, цябе дабраслаўляем, табе дзякуем, Господзе, і молім цябе, Боже наш, яшчэ прыносім табе гэтыя духоўныя бяскроўныя служэнні і просім цябе і молім і умольваем, спашлі Духа Твайго Святога на нас і на прынесеныя дары гэтыя. І зрабі гэты хлеб каштоўным целам Хрыста Твайго. Амінь. А тое, што ў келіху гэтым каштоўнаю крывёю Хрыста Твайго. Амінь. Перамяніўшы Духам Тваім Святым. Амінь, амінь, амінь. Поклоняемся святым і пачесным целу і крыві Господа і Бога і збаўцы нашага Ісуса Христа. Каб яны былі для тых, хто прычашчаецца, на цвярозасць душы дзеля выбачэння грахоў, дзеля супольнасці са Святым Тваім Духам, дзеля здзейснення валадарства нябеснага, дзеля адвагі перад Табою, але не на суд ці на асуджэнне. Яшчэ прыносім Табе духоўныя гэтыя служэнні заспачылых у веры, прайцоў, айцоў, патрыярхаў, прарокаў, апосталаў, прапаведнікаў, евангелістаў, мучанікаў, вызнаўцаў, аскетаў, за ўсякі дух праведны, які ў веры спачыў, асабліва за ўсе святую, найдабраславеннейшую, славную владарку нашу Богородицу и вечно Деву Марию. Имау и не поравнание, славную за Серафимов. Исную Богородицу Тебе величаем. За святого Яна, пророка, предвестника и хрестителя, за святых славных и всевелебных апостолов, за святого преподобного Лявонтия Віленского, якого ёсць гэтая церква, за усіх святых землі беларускае і за усіх святых Твоих, праз хадайніцтва якіх наведай нас, Боже, і успомні усіх, хто спачыў у надзеі на ўваскрасенне і жыццё вечнае. Михаила заўжды памятнага, новаспачылую Святлану, новаспачылага Миколая, новаспачылага Юрыя. І дай ім спачын Божы наш там, дзе ахіне і святло аблічча Твайго. Яшчэ шчыра молім Цябе
Успомни, Господи, усіх правоверних єпіскопів, які правильно навчають Слово Твоєї істини, усіх просвітерів, дияконів у Христі і увесь святарський і монаший чин. Jeszcze приносим Тебе духовное гэтае служение за увесь свет, за святую паўсюдную апостольскую церкву, за тых, хто праводзіць жыццё ў цноце і сціпласці, за дзяржаву літоўскую, улады і войска яе, за краіну нашу Беларусь і за наш беларускі народ. Дай нам, Господи, мирно гаспадарыць на сваёй зямлі, каб мы жылі ў бяспецы і міры, лагодна і ціха, з усёй набожнасцю і годнасцю. Сярод першых памяні, Господи, великого гаспадара нашага сусветнага патрыярха Варфаломея і экзарха і гаспадара нашага епіскопа Таміскага Панарета, захавай іх для святых Твоих церкваў у міры, цэласці, добрай славе, здароўі, даўгалецці, каб яны правільна навучалі Слову Твоёй істины. Успомни, Господи, город гэты, у якім мы живем, і ўсе гарады і краіны, і тых, хто з верою жывуць у іх. Успомни, Господи, тых, хто падарожнічае па моры, на зямлі і ў паветры, хто хварэе, пакутуе, хто знаходзіцца зараз у палоне і несправядлівым зняволенні, і збаў іх, Господи. Успомни, Господи, ахвярадаўцаў і дабрачынцаў у святых Твоих церквах, і тых, што памятаюць пра убогіх, і на ўсіх нас міласці Твае пашлі. И дай нам одиными вуснами и одиным сердцем славить и опевать усепочестное, цудовное имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, теперь и на веки веков. И нехай будут милости великого Бога и Избавцы нашего Иисуса Христа с усими вами. Всіх святих пом'янувши, ще і ще в мирі Господу помолімось. За принесені і освячені чесні дари Господу помолімось. Щоби людинолюбний Бог наш, прийнявши їх у святий наднебесний мислений свій жертовник, як духовні пахощі, зіслав нам божественну благодать і дар Святого Духа помолімось. Єдність віри і причастя Святого Духа виблагавши, самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддамо. На Тебе покладаємо все життя і всю надію нашу, Владико людинолюбний, і просимо, і молимо, і благаємо, сподоби нас причаститися небесних Твоїх і страшних таїн, цієї священної і духовної трапези з чистою совістю на відпущення гріхів, на прощення провин, на спільність із Духом Святим, для успадкування Царства Небесного, на дерзновення перед Тобою не на суд і не в осуд. И сподоби нас, уладару, за отвагою без осуждения, насмелиться закликать Тебе, небесного Бога Отца, и промовлять. Отче наш, який есть на небесах, нехай святится имя Твое, нехай придет владарство Твое, нехай буде воля Твоя, як на небе, так и на землі. Хлеб наш надземный дай нам сегодня, и даруй нам провины наши, як и мы даруем виноватым нам. И не веди нас у спокусу, але збав нас от злого. Бо Твое есть владарство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, теперь и завсёды, и на веки веков. Мир усім. Головы наши перед Господом схилим. Дякуем Табе, небачный владару, что своей невымерной силою усё створил Ты, и у багатці милости своей привел усё з небыту у быццё. Зерни, Господи, з небесаў на тых, что схилили головы свои перед Тобою, бо яны схилили их не перед плотцю и кривёю, але перед Тобою, величным Богом. Дык вось, уладару, принесенные тут дары усім поровну раздай,
кожнаму паводле патрэбы, будь спадарожнікамі па моры, на зямлі і ў паветры. Вызвалі несправядліва зняволеных і палонных, аздараві хворых, лекару душ і целаў, ласкаю і шчодрасцямі і чалавекалюбствам адзінароднага Сына Твайго, з якім Ты дабраславёны, з усе святымі добрымі жыватворчым Тваім Духам, цяпер і заўсёды, і на вякі вякоў. Боже, очисти нас грешных и змилуйся над нами. Увага! Святое святым! Раздробляется и разделяется ягня Божия, кое раздробляется, але не разделяется, завжди естся, але ніколи не з'ядається. А тих, хто причащається, освячає. Ісус Христос перемагає наполнение Духа Святого. Доброславёныя теплыня святынь Твоих завжды, цяпер і заўсёды, і на вякі вякоў. Амінь. Сегодняшнее читание апостольское – это лист Левого Христа Коринфянской церкви. И это кожному з нас доброго дома. Это самая тяжкая супольность для апостола Павла. Это те люди, які йому цяжей за все далися, бо яны хотели разделяться. Яны хотели быть спасовками. И дивно, что хіп гэтага падыходу дажыў до сённяшняга часу. Мы сегодня чуем с вами словы «Вы ніва Божья, вы побудова, вы божница Божья». И мы успрымаем гэтае читание, быццам гэта кажуць пра мяне асабіста, і пра яго асабіста, і пра яго асабіста, і пра кожнага. І таким чынам аб'ядноўваючы. Аднак гэта не так. Для апостола Павла было вельмі важно подкреслить, что и нивой Божией, и побудовой Божией, и божницей Божией можно быть только тогда, когда есть Бог. И это на подмурку, який есть Иисус Христос. Добре ведав апостол Павел слово, з яких почалася книга роду, недобро быць человеку одному. И это означало, что треба как бы стосунки зносили. И важно отзначить, что рай, Эдемский сад, нават не глядячи на то, что у книзе роду ён означены реками, и быццам гэта есть место, и можно взять сегодня мапу и тыкнуть туда и сказать, вот тут это было. Самое главное не это. Главное то, что этот сад – это способ относин с Богом. Там з'явились относины. И Бог зауважил, что коли есть вы, то есть относины. Потом он створил, дозволил, запросил людей створать скинию. Как знов приходить, з'являць себе там і заклікаць да гэтага вы, да гэтага мы, да супольнага, каб потым з'явілася магчымасць пабудаваць храм. Вы памятаеце развагі Давіда, я табе пабудую дом. І Бог яму кажа, не, ты будзеш будаваць дом. Дом у мяне ёсць. Гэта весь сусвет і гэта вы. А для того, каб я мог прыходзіць и сустракаць, как бы это был способ мой сустречи человека у человеку, побудуй храм. Апостол Павел доживает той час, когда погроза знищення храма становится вельми моцной. И он разумеет, что храм – это мы. И он про это каже, что как ведать, что один способ сустречи с Богом – это мы. И самое дивное, что когда мы читаем уважливо Слово Божье, мы разумеем, что гэтому мы
ніякія знешнія пагрозы не могуць ніколі не знішчыць. Агонь, про які кажа сённяшні урывак, гэта выпрабаванне, гэта ачышчэнне, але не знішчэнне і не разбурэнне. А разбурэнне адбываецца знутры. А разбурэнне адбываецца тады, калі мне страшна, што са мной такім, які я ёсць, сустрэліся кожны з вас. Калі мне страшна, што вы зразумееце, які я, і тады я пачынаю разбураць, не дазваляць, каб гэтае мы існавала. Страх ламае гэтую магчымасць, і менавіта таму так рэдка адбываецца гэтае мы. Таму што нам страшна, і мы адмаўляемся і ад сустрэчы адзін з адным, і ад сустрэчы з Богом, які нас чакае. Храм Божий, царква Божия, гэта Христос пасярод нас, дзе двое ці трое сабраны ў імя маё, ці на падмурку маім, на маім падмурку, гэта і ёсць царква. Амінь. Со страхом Божьим, верою и любовью приступим. Веру, Господи, и вызнаю, что Ты сапраўды Христос, Сын Бога Живого, что Ты прийшов у свет грешных збавить, з яких перший ёсць я. Яшчэ верую, что гэта ёсць само пачэснае тело Твое, и гэта ёсць сама пачэсная кроў Твоя. Молюсь Тебе, даруй мне правины мои, вольные, межвольные, зробленные ў словах и ў справах, свядомые и несвядомые, сподоби меня не осуджено причаститься. Прочистых Твоих таемств, Господи, для збавлення грехов моих, для життя вечного. Аминь. Вечеры Твоей тайны, сёння, Сыне Божий, причастникам, причастницей мне дозволь быть. Бо ворогам Твоим я не выдам тайны, не дам Тебе такого поцелунка, як Юда, але як разбойник вызнаю Тебе, помяни меня, Господи, во владарстве Твоим. Хай не в суд и не в осуждение, где мне причастие святых Твоих таемств, Господи, а для избавления грехов моих, для життя вечного. Аминь. Александра причащается, святых и почестных, тела и крови Господа Бога, избавцы нашего Иисуса Христа. Александр причащается, святых и почестных, тела и крови Христовых. Эмилия причащается, тела и крови Христовых. Людмила причащается, тела и крови Христовых. Юлия причащается, тела и крови Христовых. Андрей причащается, святых и пречистых тела и крови Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Екатерина причащается, святых и пречистых тела и крови Господа Бога и Спаса нашего Иисуса. Марина причащается, святых и пречистых тела и крови Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Жанна причащается, святых и почестных тела и крови Господа Бога и Избавцы нашего Иисуса Христа. Евгений, будешь причащаться? Евген причащается, святых и почестных тела и крови Господа Бога, избавцы нашего Иисуса Христа. Николай причащается, святых и почестных тела и крови Господа Бога, избавцы нашего Иисуса Христа. Илья причащается, святых и почестных тела и крови Господа Бога, избавцы нашего Иисуса Христа. Ирина причащается, святых и почестных тела и крови Господа Бога, избавцы нашего Иисуса Христа. Андрей причащается, святых и почестных тела и крови Господа Бога, избавцы нашего Иисуса Христа. Алексей причащается, святых и почестных тела и крови Господа Бога, избавцы нашего Иисуса Христа. Аллилуйя! 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 Отмый, Господи, грехи tych, что поминались тут, кровью Твоей почестной. Андрей, принеси воды. Молитвами святых Твоих завжди, и теперь и завсёды, и на веки веков. Аминь. Збав, Божа, людей Твоих, и доброслови спадщину Твою.
приняли Духа Небесного, нашли веру правдивую, меняемся нераздельной Троицы, боя на нас вавила. Добрословенный Бог наш, завжди, цяпер і заўсёды, і на веки веков. Узнесися на небесы Божии по всей земли слава Твоя. Узнесися на небесы Божии по всей земли слава Твоя. Узнесся Ты на небесы Божии по всей земли слава Твоя. Достиг, учатся в справедливости. Аллилуйя. Станьте ровно принявшие святые, боские, пречистые, несмиротные, животворчие, страшные Христовые таемства, належно подякуем Господу. Заступи, избав, помилуй, заховай нас, Боже, ласкою Твоею. Попросивши, каб деньги Ты был досконалым, святым, мирным и безгрешным, сами себе один одного, и все життя наше Христу Богу отдамо. Дякуем Тебе, человеколюбный володару, добродею душ и тела наших, что Ты сёння зрабіў нас вартыми быть удельниками Твоих небесных и несмиротных таемстваў. Выпростай наш шлях, умацуй нас усіх у страху Твоим, захавай наше жыццё, кируй нашими кроками по молитвах и заступництве Всеславной Богородицы и вечно Девы Марии и усіх святых. Бо Ты освячение наше, и Тебе мы славу узносим, Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и заўсёды, и на веки веков. С миром выйдем, Господу помолимся. Господи, Ты добрословляешь Ты, кто Тебе добрословляй, и освячаешь Ты, кто сподеется на Тебе. Сбав народ свой, доброслови удел свой, полноту церкви Твоей заховай. Освети Ты, кто любит красу дому Твоего, прослави за это Божию Твоей силою. Не покинь нас, якие сподеемся на Тебе. Мир свету Твоему дай, церквам Твоим, святарству, уладам и войску этой краины, и всем людям Твоим, бо всякий добрый и досконалый дар дается звыш, и сыходить от Тебе, Отца святилов, и Тебе славу, подяку и поклонение узносим, Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды, и на веки веков. Мутный Бог, владарцу света великий, и сердц малых над Белорусью. Слава
чоловіколюбством завжди, цяпер і завсюди, і на віки віков. Амінь. Слава Тобі, Христе Боже, надія наша, слава Тобі. Слава Ісусу, Святому Духу, Господи, на віки віков. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Воскресла из мертвых Христос, истинный Бог наш, молитвами прочистой Своей Мати, які у святих Отця нашого Яна, архиепископа Константинопольского, Златоустого, святого преподобного Леонтия Виленского, якого є святая церква, молитвами всіх білоруських святих, святих праведних богайців, які мої гани і всіх святих, помилуй і збавить нас, бо він добрий і чоловіколюбний. Дорогі мої, дякую вам за молитву. На гэтым тыдні у нас на 6-е, гэта чацвер, здаецца, так? 6 припадае свята Преображення Господняга, перамянення. І у гэты ж дзень мы адзначаем дзень беларускага кнігадруку, бо гэта той дзень, калі наш першы друкар Франциск Скарына выдаў кнігу Псалтыра друкаваную. І увечары у чацвер о 18 гадзіне мы будзем служыць. І яшчэ одна дата. Гэта дзень народжання народнай паэткі Беларусі Ларысы Гениуш. 9. 9? 9. Я перапутаў, выбачайце. Да, тады пазней будзем, мы некалі будзем святкаваць. Вось, так што 6 у чацвер увечары будзе святочная літургія. Вось, і прачытаем, ну не ўвесь акафіст прачытаем, але частачку акафіста прачытаем Франциска Скарына. Акафіст, які склаў Франциск Скарына Господу Ісусу найсалодшаму. Вот, прочитаем часточку гэтага акафісту і адслужым літургію. У гэты дзень мы дзякуем Господу за плады, дрэваў, сада. Вось, на жаль, ні ў кого з нас няма свайго саду, як я разумею. Вот, але ўсё роўна мы падзякуем Господу за новы ўраджай, і калі хто хоча прынесці там яблычак, грушак, винограду, кавуна, то приносите вот это все и з'їмо все разом. Юля, тут еще ці ні? Дороженькая Юля, мы хочем не только онлайн тебе повінчувати, але и по-сапраўднаму с твоим днем народжения. Дорогая Юля, я правда дякую Господу, что у меня есть такая сябровка, такая парафиянка. Вот. Не, добрая. Вось. И хай Господь тебе доброславляет радостью, натхняет тебе на твою творчесть. Бо ми вот у нашому парафіяльному домі можемо щодня, щоразу бачити ось твої цудовні твори. Ось, і нехай Господь дає ось це натхнення на все, і на творчість, і на життя, на виховання дітей, на виховання мужа. Да. Вот. І прийми від нас усіх удар тобі. Вот тобі, як мастачці, ми творимо ось гэту книжку з різними такими виявами, узорами. Гэта про белорусскую ветку. Да, так что, дороженькая, тобі. Добродейное, мирное життя, здоровье, спавление, во всім добрий поспіх, натхнення у творчості. Дай, Господи, дочце Твоей Юлии, и заховай ее на шмат годов.
Ну, треба зараз відзначити цю подію. Да, запрошаємо. Да, я усім нагадую, що зараз пост іде. І тому частей треба приходити на євангельське читання по середу. Да, на евангельские читания. Ну, правда, вот мы сегодня говорили з Євгеном, і я сам вот зараз зробив для себе такі канікули, вот, але Євген... Але вакації згубили Да, Ганнибала. у нашей парафии есть, однозначно есть, ну, принамсі, один грех докладный. Это то, что мы игноруем библейные читания. Так что пост, час покаяния и выправления. У середу, отец Александр, У меня по уторкам. мы с тобой, По уторкам. Мы Я с по тобой. уторкам хожу. и в середу тоже, мы с тобой на библейные Что это такое? У читания. меня два... да. Вот, добре. Ну, не глядячи на то, що пост, ми, У нас есть еще одно свято. да, ми хочемо повінчувати Стефана нашого з весіллям. Марію твою образницю. Да. І проспіваємо так само, ну, да. Проспіваємо многое лето. Благоденственное, мирное житие, здравие, спасение, во всем благое поспешение подай, Господи, чадам Твоим, Стефану и Марии, сочетавшимися узами брака, и сохрани их на многое лето. Спаси, Христе Боже, спаси, Христе Боже, Так, все, идем праздновать. А? Позже. Так на наша? Ти мінську дівчину взяв? Білоруську взяв. Так а чому ми много літа співали? Треба було на шмат годов. Все, всім велике дякую, хто тут сьогодні з нами був. До зустрічі, простий день. Пока. Ой, Степан, это походил